ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Минувшей ночью вся православная Россия отметила Крещенский сочельник. По старой традиции сотни людей потянулись к купелям, вырубленным в ближайших реках. В Ухтинском районе таких 3. Самая популярная, конечно же, у бассейна «Юность». Люди здесь начали скапливаться уже после 22. Тогда же появились первые желающие окунуться. Чтобы все прошло без ЧП, тут дежурят спасатели и медики. Это такие как Спаскоми, республиканские спасатели работают. Значит, здесь у нас представлено 4 человека. Значит, управление ГУЧС выставлено, порядка 15 человек только здесь находится. Значит, спасатели, водолазная спасательная служба ГУЧС здесь работает. Как вы видели, уже стоит скорая помощь представлена. Значит, вот, разбиты палатки для людей, проведено обогрев в палатках, выставлено освещение. Только вот люди сами не всегда волнуются о своей безопасности. Я говорю о предварительных вливаниях горячительного. В трубочку нам, конечно, никто не дышал, но судя по нездорово блестящим глазам и кривой походке присутствующих, можно с уверенностью сказать, народу под шофе у купели было более чем достаточно. Хотя ежегодно медики напоминают, купаться в воде с температурой плюс 4 пьяными опасно для здоровья. Да и как-никак, праздник-то церковный. Но кажется, об этом точно помнили лишь те, кто сейчас ждали, пока батюшка окропит их священной водой. У остальных свои мотивы. Кто-то моржеванием оздоравливается, кто-то перенял традицию от родителей, а кто-то пришел сюда ради классной фотки в Инстаграме или просто пощекотать нервы. Не знаю, мне очень нравятся вот такие экстремальные ситуации, поэтому я с удовольствием. Ради экстрима? Одна единственная, это со всей компании решилась я. Без позирования возле ледяного креста и фото отсюда вообще мало кто уходил. Как к такой мотивации купающихся относятся священники, мы спросили у настоятеля храма новомучеников Назирюнова. Пусть вот хотя бы через это, пусть ощутят эту вот радость. Я желаю вот этой радости всем абсолютно, независимо от того, что кто, как, вот с какими там намерениями, с какими целями пришел. Кто-то просто там ради экстрима, кто-то ради там, значит, просто что слышал, что от этого какая-то польза бывает. Пусть каждый приходит, пусть каждый вот окунается, пусть вот наш народ и на этой традиции наш народ объединяется. И в этом случае с ним сложно не согласиться. Эта традиция, пусть для многих и отделившаяся от веры, но все же уж точно объединяющая. Все улыбаются, несмотря на многометровую очередь, смиренно ждут своей. А еще подают друг другу халаты, полотенца и обувь. Ну и, наконец, праздник стал завершающим в долгой череде январских. Теперь страна отдохнет от активного празднования месяцок, а там уже и 23 февраля с 8 марта не за горами.